arkadaşlar, yakınlaşın bir yerge lozunglarını alınız da onlarını açıp göstermek gerek. Buyurunuz yaşlar, yardımcı olunuz lozunglarını tutmaya. Келлигис, я прошу, обращаясь к молодежи, подойдите, пожалуйста, поближе. Вот здесь лозунги, которые относятся к сегодняшнему дню. Их надо раскрыть, чтобы все читали все эти обращения по нашему митингу. Вот с правой стороны от меня подходите, пожалуйста, за лозунгом. Вот девушка, симпатичная девушка раздает это. Подходите, пожалуйста, молодые люди, подойдите, подержите на время митинга, потом отдадите обратно. Я вас прошу, подходите. Можно почитать? Я зараз закажу. Рома куда попил? Я можу до того, як почну виступати, не тривало в кадр. Я зараз оце зачитаю підвод, куди ми знаходимося з утра, а далі будуть виступи вже. Чи це таке можна? Приветствуем всех, это Крым Реалии, и мы находимся в центре Киева на Майдане Независимости. Именно в эти минуты начинается митинг, который посвящен Дню памяти жертв депортации крымско-татарского народа. 18 мая 1944 года, когда коренной народ Крыма, крымских татар, выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 190 тысяч человек. В Украине депортацию крымско-татарского народа признали геноцидом. Так уж получилось, что главные мероприятия, которые посвящены Дню памяти, проходят сегодня в Киеве. Чуть позже мы расскажем о том, как сегодняшний день проходит в Крыму, потому что крымские татары в Крыму, в аннексированном Крыму сегодня тоже пытались, и в некоторых случаях получалось почтить память погибших во время депортации и после депортации. Но основные мероприятия действительно прошли сегодня в Киеве. Верховная Рада, президент Украины Петр Порошенко сегодня делали громкие заявления. А здесь, на митинге на Майдане Независимости, с 18 часов собираются люди на митинг, который посвящен 18 мая. И здесь мы, конечно, ждем и первые лица представителей Меджлиса, и многих представителей крымско-татарского народа, которые сегодня находятся на материке Украины. А здесь уже есть Мустафа Джемилев, лидер крымско-татарского народа. На митинг
подходит Рифат Чубаров, народный депутат Украины, также и глава Меджлиса. Здесь сегодня, помимо основных заявлений, выступлений и слов, которые будут звучать, очевидно, со сцены, мы будем общаться и с людьми, которые пришли на Майдан. З 12 почали посміють кожну годину. Ні, це іменно присвячені будуть, може, дуже. Это трансляция Крым Реалии. Я также хочу сказать о том, что очень много информации сегодня есть на нашем сайте. Отдельный микросайт, который повествует о трагических событиях 1944 года. Конечно, мы и сегодня во время трансляции будем говорить о причинах и о том, как проходила депортация, какие последствия, собственно, почему это случилось, да, но также очень много фактажа, очень много информации сегодня на сайте Крым Реалии вы можете найти. Ну, собственно, согласно официальной причины той власти в 1944 году, это официальная советская версия, выселение было связано с массовым, так называемым массовым дезертирством, как они это называли, 20 тысяч крымских татар в начале Второй мировой войны. И якобы с их тотальным коллаборационизмом во время нацистской оккупации полуострова. Ну, собственно, историки говорят, что реальное число дезертиров среди крымских татар было сопоставимо с числом перебежчиков других национальностей. Более того, коллективное наказание было запрещено статьей 50, действовавшей тогда Гаагской конвенции 1907 года о законах и обычаях сухопутной войны. Также, по мнению многих историков, Советский Союз готовился к войне с Турцией за проливы Босфора, Дарданеллы и таким образом зачищал в 1943 и 1944 годах Кавказ и Крым как тыловые районы от возможно нелояльного населения. Это официальная версия, советская версия, собственно, то, чем оправдана была депортация 1944 года. Сейчас у нас есть возможность пообщаться с крымским историком и также моим коллегам, с автором публикации и радиоэфиров, радио Крым Реалии и, собственно, публикаций на сайте Крым Реалии и автором передачи «Крымские истории» Сергеем Громенко. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер. Вот только что я говорила нашим зрителям об официальной версии советской власти, да, вот по поводу коллаборационизма. Вот. И все-таки историки говорят, что и крымско-татарские историки в том числе говорят, что не было такого массового. Крымские татары, как и представители других национальностей, тогда воевали во Второй мировой войне, также защищали свою отчизну. Собственно, по вашему мнению, какая истинная причина была на то время? Что стало причиной такой массовой депортации крымско-татарского народа в 1944 году? Довольно интересно заметить, что в официальном постановлении Государственного комитета обороны о выселении крымских татар названо одна за другой 3 причины. 2 из которых широко растиражированы сталинскими и после сталинскими, в том числе многими современными российскими историками. Первое – это якобы массовое дезертирство крымских татар из рядов Красной Армии. Второе – якобы массовый коллаборационизм. А третье, она такая как бы вот практически прикрытая причина, буквально нежелательность проживания на приграничной территории. И из этой вот небольшой фразы мы можем сделать вывод, который подтверждается большим количеством документов и планов стратегических, о том, что к началу 1944 года Иосиф Сталин однозначно решил, что войны с Турцией за Черноморские проливы Босфора и Дарданеллы не избежать. И поэтому он должен был приготовить 2 плацдарма, а именно Кавказ и Крым,
и выселить из них то население, которое, по его мнению, могло быть нелояльно в случае этой новой войны. И очень интересно, что на Кавказе подверглись выборочному изгнанию прежде всего тюркские мусульманские народы, в то время как народы кавказской семьи остались на своих местах. В Крыму подверглись изгнанию все, не славяне. С учетом того, что там еврейское население было истреблено вместе с цыганским еще раньше, кроме русских и украинцев, фактически на полуострове никого не осталось. Как мы знаем, война не состоялась, но возвращать изгнанников на свои места уже никто не спешил. Слишком лакомым кусочком оказался Крым для того, чтобы возвращать туда коренное население. Поэтому все красоты Южного берега достались в первую очередь отставным советским генералам и КГБистам. Собственно, цифры, о которых говорят, да, цифры погибших во время депортации и после переселения, говорят о том, что это 190 тысяч человек. На самом деле крымско-татарские историки говорят о том, что цифры могут быть еще большими. Плюс здесь же есть тот фактор, что сколько нерожденных получилось детей. То есть, в принципе, это очень сильно ударило, конечно, по количеству крымско-татарского народа в принципе. О каких цифрах можете сказать вы? О каких цифрах достоверно известно сегодня? Начнем, наверное, с самого главного, с того, что сколько бы человек ни погибло, это не отменяет сущности преступного действия советской власти. Потому что трагедия одного человека – это всегда трагедия одного человека. Важно не превращать личные драмы переселенных, депортированных, изгнанных крымских татар в сухую статистику. На сегодняшний день по официальным данным, по тем отчетам, которые предоставляла нам НКВД СССР, несколько сотен человек погибло в дороге и сразу после нее. И они, конечно же, остались бы живы, если бы депортация не состоялась. Что касается тех, кто погиб непосредственно в местах изгнания, здесь мы имеем дело с довольно большим разбросом цифр. По разным отчетам разных ведомств внутри Советского Союза мы можем говорить о 20-25% погибших, не считая тех, кто умер своей смертью. По данным самопереписи крымских татар эти цифры могут достигать и 46%, но тут трудно сказать о них что-то более определенное. Но в любом случае, сколько бы их ни погибло, преступное действие советской власти это не отменяет. Очень много сегодня, конечно, информации и в новостях, и в социальных сетях. Крымские татары рассказывают свои истории, рассказывают историю своей семьи, своих бабушек, дедушек, прадедушек, прабабушек. И как это происходило, это, конечно, было ужасно. И вот, собственно, по вашему мнению, понятно, что в Украине, на украинском информационном пространстве об этом говорят, в тех же соцсетях и рассказывают об этом. Знают ли, и по вашему опыту работы в Крыму, в том числе, да, до того, как вы уехали оттуда, знают ли в Крыму, например, всю эту историю, что приходили вот в 4 утра, что давали там на сборы 15 минут, что в ужасных условиях без воды, без еды в этих поездах люди ехали, что туда, куда их привезли, там тоже был голод, нищета, и, собственно, поэтому такое количество жертв в том числе. Вот эта информация в Крыму за все годы независимости Украины, она на каком уровне звучала? Имеющие уши да услышат. Нельзя сказать, что там в последние, особенно лет 15, после того, как начались систематические исследования и публикации на эту тему, искусственно был какой-то там недостаток или дефицит информации. Отнюдь нет. Каждый, кто хотел узнать о том, как это происходило, мог узнать. Каждое 18 мая крымские татары давали очередной раз возможность остальным крымчанам присоединиться к почтению памяти своих погибших, узнать больше. Средства массовой информации крымские должны были освещать с правильных позиций, не с советских, а с позиций жертв этого переселения всю эту ситуацию. Как на самом деле это происходило, это большой вопрос. Многим и официальным лицам, и журналистам, и рядовым гражданам, не будем прятать голову в песок, было гораздо выгоднее не помнить этого и не думать об этом. Потому что для очень многих советское время это были золотые годы, для многих Советский Союз это была их родина, и коммунистический режим ввел их в светлое будущее. Признать, что этот режим был абсолютно людоедским, и на его совести находится, по самым скромным подсчетам, 1,5 миллиона жертв, это было выше их сил. И поэтому они не интересовались. И для оправдания
своих собственных там представлений о хорошей советской власти, они прибегали к повторению выдумок этой советской власти, о крымско-татарских дезертирах, коллаборационистах, предателях. Конечно, безусловно, за 25 лет появилось новое поколение, которое привыкло сомневаться. И многие из них и сейчас уже после аннексии Крыма Российской Федерации здесь, на материковой Украине, продолжают говорить, продолжают рассказывать и знакомить теперь уже украинцев со всеми аспектами этой трагедии. Но, увы, эта работа очень далека от завершения, в Крыму особенно. Спасибо большое. С нами был Сергей Громенко, крымский историк и автор «Крым. Реалии». Мы уже видим, что людей становится все больше. Конечно, в Крыму до оккупации 2014 года ежегодно 18 мая это были масштабные мероприятия, это был масштабный день памяти, когда крымско-татарский народ выходил на улицы и вспоминал жертв депортации. Сегодня, 18 мая 2017 года, конечно, это другое время. Просто несколько сводок из новостей, что сегодня происходило в Крыму. Ну, например, в Феодосии российская полиция пыталась задержать активиста крымско-татарского национального движения Сулеймана Кадырова. Это произошло, когда он пришел к памятному знаку, чтобы возложить цветы. Со временем его отпустили. В Бахчисарае... Шановні співвітчизники, співгромадяни, шановні учасники всеукраїнського жалобного мітингу пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Saygılı vatandaşlar. 73 роки тому, 18 травня 1944 року, комуністичним режимом колишнього СРСР було скоєно злочин проти людяності, що мало на меті знищення кримсько-татарського народу, корінного народу Криму. У ході тотальної депортації зі своєї батьківщини і внаслідок нелюдських умов у місцях вигнання кримсько-татарський народ втратив 46% своєї чисельності. Десятиліття вигнання, що супроводжувалося обмеженням прав і заборон в політичній, культурній, соціальній і мовній сферах, завдали непоправної шкоди розвитку кримсько-татарського народу, одного з самобутніх народів людської цивілізації. Сьогодні ми зібралися в центрі столиці України на Майдані Незалежності, щоб вшанувати пам'ять жертв депортації корінного народу Криму, висловити свою солідарність нашим братам в окупованому Криму, привернути увагу міжнародної громадськості до трагедії кримських татар і продемонструвати країні-окупанту нашу згуртованість і рішучість боротися за свої права. Оголошую всеукраїнський траурний мітинг пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу відкритим.
кримсько-татарському народу! Слава! Слава Україні! Героям слава! До мікрофону запрошується голова Ради улемів Духовного управління мусульман Криму Сулейман Хайрулаєв. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمين. Ey Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Sen Rahmansın ve Rahimsin. Ya Rabbim, bizim Müslüman Kırım Tatar halkımızga yardımcı ol ya Rabbim. Sürgünlükte olgan meftalarga onların günahlarını affı et. Sen gafursun, sen gaffarsın. Ey Allah'ım, sen en güçlüsün ya Rabbim. Bizim Kırım'da olgan vatandaşlarımıza yardımcı ol. Hapshanede oturgan kardeşlerimizni çıkar ya Rabbim. Ve onlarını evlatlarına kaytır. Ey Allah'ım, Kırım'da olgan zalimlerini yok et ya Rabbim. Ve bizim işimizge kuvvet ve bereket ver ya Rabbim. Ey Allah'ım, bizge hepimizge bizim Kırım'ızda, bizim vatanımızda yaşamaya ve kayıtmaya ve bizim neslimizge yaşamaya nasip eyle ya Rabbim. Ey Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senden birisi güçlü yoktur. Ve senden sorayırıq. Ve sana ricat etimiz. Bizlerge yardımcı ol. Bizim günahlarımızı ve sürgünlükte ve bütün Müslümanlar meftalarga günahlarını affı et ya Rabbim. Ya Rabbim, bizim Kırım'ızda yaşamaya ve cennette yaşamaya nasip eyle. Subhanak Allahumma ve bihamdik ve tebarak ismuk ve teala cedduk ve la ilahe gayruk. Nestağfiruk Allahumma ve netubu ileyk ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Sağ olunuz. До мікрофону запрошується муфтій Саїд Ісмагілов. Ассаляму алейкум, мир вам, шановні брати українці, шановні брати кримські татари. Сьогодні, 18 травня, Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу і День боротьби за права кримсько-татарського народу. І сьогодні в багатьох містах нашої країни на майданах збираються люди,
щоб вшанувати пам'ять жертв депортації і підтримати кримсько-татарський народ. Сьогодні в багатьох мечетях України промовляються молитви за жертв депортації і за скоріше повернення Криму, за скоріше звільнення Криму, за свободу Криму. Всевишній Господь створив людей різними, але створив людей рівними. І кожному народу Всевишній Аллах дав рідну землю. Рідна земля кримських татар – це Крим. Це їхня батьківщина, це їхнє серце. І тому сьогодні ми, згадуючи жертв депортації, мусимо згадати і про окупацію Крима, і у наших молитвах, і добрих словах, і промовах, і в нашій присутності тут підтримати наших братів кримських татар. І завершуючи своє слово, я запрошую, закликаю всіх вас, шановні брати і сестри, вшанувати пам'ять жертв депортації хвилиною мовчання. Дякую. Дякую, муфтій. А зараз я запрошую наших діток, кримськотатарських діток, які розкажуть вірш Аблязіза Велієва «Моєму народу». Ти в вогні не згорів, не загинув у вирі почині, як на тебе торік кинув стільки і лиха, й незгод, і здавалося, доля твоя догорає, неначе лучина, але вистояв мужньо мій кримськотатарський народ. Травень 44-го, радість визволення розквітла, але чом вартові не відходять від наших дверей? Чому з рідних осель, де було стільки щастя і тепла, автоматники гонять жінок, стариків і дітей? І неспішно на схід, ніби гусінь, повзли ешелони, а з вагонів прокляття катам і вождям, і вікам. А в вагонах талячих і крики, і плачі, і стогін. Не ховали померлих, на поталу лишали вовкам. Дикі хащі лісів, крижаного Уралу, і жінка далечінь, азіатських гарячих степів. Новим захистом тут, другою батьківщиною стали для таких непокірних, і гордих, і дочок твоїх, і синів. Як над нами знущались, глумились і люто ганбили, конетнати і їхні прислужники, ситі, пихаті і злі. Слово кримський татарин навіть згадувати заборонили, наче кримський татарин не було і нема на землі. Скільки їх, тих, хто мужньо боровся за свободу, полягло в боротьбі за священне, за право своє, щоб вернуть навіки чесне ім'я мого народу і сказати усім: ми живі, ми не вмерли, ми є. Але вистояв мужньо ти, мій народе, на зло всім намовам, і легких шляхів не шукав у своєму житті. Не зламали борців ні тюремні і ржаві закови, ні Сибір, ні гулаги, ні етапи жорстокі й круті. День сьогодні сумний, день сьогодні трагічний і чорний. В день травневий колись нас погнали назустріч вітрам. Ми вертаємось в Крим, він як мати зігріє і пригорне. Тільки хто ж відповість за все зло заподіяне нам? Будьте ж покарані ті, хто прирік нас на гори і муки, хто засіяв між нас дике поле із розбрату чвар. Ми відродимось, клятву урочу дають наші діти й онуки. Ми розкажемо правду про трагедію кримських татар. Bizler üçün koz yaşıldı, ana vatan yurtumuz. Bir kun olar, kuneş doğar, yeşil Kırım üstüne. El ko'tarib dua o'qiy, Kırım tatar balası.
Yurdimizga derman olsun yeşil hırım havası. Millet, vatan, hırım. Millet, vatan, Крим! Millet, vatan, Крим! Millet, ватан, Крим! У нашого народу є майбутнє, тому що у нас є такі діти. Millet, ватан, Крим! Дякуємо нашим діткам. Слава кримсько-татарському народу! Слава українській нації! Слава Україні! Героям слава! До мікрофону запрошується народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань прав людини Пацкан Валерій Васильович. – 73-ті роковини. 200 тисяч кримськотатарського народу було вивезено в той час НКВДістами і совєтами. Пройшло 70 років. 2014 рік. Знову починається свавілля. Знову окупація. Я зараз хочу звернутися до всіх, хто проживає там. До всіх кримчан, до всіх українців. Ви завжди з нами. І український народ завжди буде підтримувати вас. І Крим буде вільним, Крим буде незалежним. І кримськотатарський народ буде мати свою землю. Кожен з нас повинен боротися. Кожен з нас в серцях має виносити ту боротьбу, яку виносить кримськотатарський народ. Волю кримськотатарському народу! Слава кримськотатарському народу! Слава Україні! І всім нам перемоги! Дякуємо. Слава кримськотатарському народу! Слава українській нації! Слава Україні! До мікрофону запрошується голова партії захисників вітчизни, народний депутат України багатьох скликань Кармазін Юрій Анатолійович. Будь ласка. Я напомню, вы смотрите трансляцию Крым Реалии, Радио Свобода. И это день памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. Мы на Майдане Независимости в центре Киева. Я знайомий з вами з проблемою кримсько-татарського народу з того часу, коли очолював комісію по вивченню політико-правової ситуації в Криму з 94 по 98. І тоді якраз поверталась кримсько-татарська нація назад, додому. Пам'ятаючи про те, і ми маємо пам'ятати, що понад 50% людей, яких вивезли, загинули. І відповідальність за це лежить на тій імперській політиці, яка була за часів Радянського Союзу. Але я хочу сказати, що Україна не все зробила для того, щоб не скоїлася наступної депортації, яка зараз відбувається вже ось 3 роки. Бо фактично знову і керівник Меджлісу кримсько-татарського народу Ріфат Чубаров, і попередній, і почесний керівник, і, мабуть, вічний керівник, я так хочу сказати про вас, Мустафа Ага. І думаю, що ваша стійкість є прикладом для всіх українців, без розрізнення на національності. Ваш приклад незламної волі, ваш приклад того, як ви не зігнулися зараз, коли сина взяли в заручники, коли вам пропонували і вам казали, давайте ми вас обласкаємо в імперії, ви сказали ні, я буду з моїм народом. Це є приклад. Це приклад служіння своєму народу. Ми вчимося у вас, ми радіємо з того, що ми вас знаємо, шануємо і любимо. Я хочу сказати кримсько-татарському народу величезні слова привітання і співчуття з приводу тої трагедії. Тому що ми не маємо забути і забувати, скільки людей загинуло. І я хотів би розвінчати ті міфи, які сьогодні звучать, що ось раптом в Києві щось сталося, і Путін вів війська і відібрали Крим. Нічого в Києві не ставалося.
І в Криму нічого не ставалося, бо там 3 державних мови було оголошено. Тільки кримсько-татарською ніхто не розмовляв, їм заважали це робити. Українською ніхто не розмовляв, заважали це робити, заважали навчати і так далі. І це провали центральної української влади. Це провали, які відчуваються і сьогодні. Тому вибачте нас, будь ласка, всі за те, що десь не допрацювали. А тим, хто загинув, їхні сім'ї, наші щирі співчуття. Я вірю, що кримсько-татарський народ відновиться. Згадайте, ми разом були в битвах. Нас разом забороняла російська імператриця. Разом це відбувалося. Згадайте, що в складній історії ми завжди виживали і отримували перемоги разом. Через це я переконаний, що з кримсько-татарським народом український народ багатонаціональний буде йти поруч, виправить ті трагічні помилки, коли він визнавав російську мову за мову міжнаціонального спілкування. В Україні є українська мова мовою міжнаціонального спілкування. Але мають бути забезпечені всі умови для кримсько-татарської мови, для виховання покоління цього. І я вірю, що ви повернетеся, шановні друзі, ви дуже скоро повернетеся на територію Криму до своїх домівок. Ви відбудовували з нуля, всупереч владі. Ми з вами разом плакали, бачили, що у вас, як люди жили. Бачили, як важко повертатись було. Важко буде і зараз. Не просто з окупантом, який захопив і надра, і захопив континентальний шельф, і захопив Крим, і завозить туди людей сьогодні. Нічого. Вони всі підуть, а ви залишитесь. Ми разом з вами залишимося на своїй Богом нам даній землі. Як зараз піднялося сонечко, так воно встане над Кримом і буде завжди над вашим народом. Хай вам завжди допомагає Господь, як би його не називали, чи Бог, чи Аллах, як би не називали. І ваше духовенство, я низько схиляюся, що ви кличете свій народ, що ви підтримуєте свій народ. Хай допомагає наші Боги. Спасибо вам. Милет. Ватан. Крым. Милет. Ватан. Крым. Милет. Ватан. Крим. Без освіти не може бути майбутнього. Зараз до мікрофону запрошується ректор Таврійського національного університету Казарин Володимир Павлович. Дорогие друзья, вот мы вместе с Рустемом Исмаиловым обратимся к вам от имени Таврического национального университета, от имени наших студентов, от имени наших преподавателей. Я рад вам сказать, что наш коллектив, который вот год и 3 месяца восстанавливается, уже насчитывает почти 4000 человек. И я не сомневаюсь, что в ближайшее время другие цифры мы сможем вам назвать. Сегодняшний день так вот сошлось, что это день траурный, трагический памяти 18 мая 1944 года и одновременно день вышиванки. И я думаю, что то, что в один день мы отмечаем эти 2 важные даты, это говорит о том, что Крым и Украина неразделимы, и крымские татары, с которых мы берем пример, они показывают нам, как нужно десятилетие за десятилетием, если понадобится, 50-летия и столетия, если понадобится, добиваться своей цели возвращением на родину. Когда в свое время, в 1944 году, состоялся этот трагический акт, коснувшийся крымских татар, армян, болгар, греков, до этого других народов, по воспоминаниям той поры, когда иногда читаешь, некоторые говорили, трагическая судьба, тяжелая судьба, но вот видите, слава Богу, нас она миновала, и нас она не коснулась. И та судьба в каком-то смысле разделяла, и кто-то внутренне думал, ну вот у меня, слава Богу, вроде бы и все хорошо. Как сказал поэт один, чужого горя не бывает.
тупо это отрицать и решиться, наверное, или убивает, или готовится к убийце. И я думаю, что вот эти трагические испытания сегодняшнего времени, которые теперь посланы всему Крыму, без разделения на нации и народности. И это судьба, которую жизнь в оккупации переживают те, которые там по разным причинам остались, и судьба беженцев, которые переживают сегодня, которые покинули Крым и ищут новую судьбу, новую жизнь на материковой Украине, она сегодня коснулась всех без разбора. Нам как будто бы сегодня дано прочувствовать и понять, что чувствовали эти люди тогда, в 1944 году, отправлявшиеся в эти чужие края навстречу неизвестной судьбе. И в этой связи еще одно. Мы разговариваем с нашими студентами, мы говорим с ними о разных событиях, мы называем им разные имена, мы напоминаем им исторические даты. И я, к сожалению, хочу вам сказать, что мы наблюдаем, как быстро исчезает историческая память. Как многое для нас, людей старшего и среднего поколения, важное и понятное, для них, молодых, абсолютная история и в лучшем случае страница из учебника, который они должны проработать, и экзамен или зачет, по которому они должны сдать. Мы не должны допустить этой энтропии памяти. И для этого, я думаю, что помимо всего прочего, что мы проводим, что мы делаем, вот от имени Таврического университета мы обговаривали эту идею, этот проект со многими украинскими политиками, с руководителями Меджлиса, с представителями международных организаций. Нам кажется, что нужно учредить в Киеве проведение раз в 2 года, может быть, какая-то другая периодичность, но Международного конгресса правозащитников и политических заключенных. Крымско-татарский народ дал такую громадную линейку народных сынов, которые боролись за права своего народа. Украинский народ, его трагическая история в 19-20 веке, она полна кровавых страниц, и недаром мы говорим вслед за классиком, что историю Украины нельзя читать без Брома. И многие другие сыны Украины, которые через это прошли. Я думаю, что в Киеве должен проходить такой конгресс, и он, наверное, будет эффективным способом освежения исторической памяти. Исторической памяти, ее актуализации, потому что позволить этому трагическому опыту исчезнуть мы не можем, тогда мы точно Иваны, не помнящие родства. Слава Украине! Спасибо большое, дякую. Слава Украине! Слава крымско-татарскому народу! Вы смотрите трансляцию Крым Реалии и Радио Свобода. Мы находимся в центре Киева на Майдане Независимости. И это митинг, посвященный Дню памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. Собственно, здесь собирается все больше людей. Вы видели у них в руках разные плакаты, лозунги, есть портреты пропавших без вести в Крыму после оккупации 2014 года. За інспірацією Москви польський комуністичний уряд зігнав зі своїх предківських етнічних земель. Під час голодоморів, влаштованих Кремлем, загинуло більше 10 мільйонів українців. Українців в Радянському Союзі, так само як кримських татар в 1944 році, вивозили на Сибіри в телячих вагонах. Ми добре розуміємо біль кримсько-татарського народу. Ми, українці, відчули, що таке депортації і нищення на власній шкірі. Але ми прийшли сьогодні не тільки на цій сцені выразить свои співчуття и солидарность с крымско-татарским народом. Сейчас мы попробуем пообщаться с людьми, которые сегодня пришли на этот митинг. Корпусу «Правий сектор». Воюємо з кримськими татарами. Тут присутня Кримсько-татарська сотня добровольчого українського корпусу. Воюємо, щоб звільнити українські землі. Добрый день. Несколько слов. Это Крым Реалии, Радио Свобода. Мы підемо звільняти Крим. Вы пришли сегодня на митинг из транспарантами. И в Криму буде держава кримсько-татарського народу. Расскажите, пожалуйста, нам треба побороти разом
одвічного ворога, ту імперську Москву. Ну, портреты, у меня в руках портреты, и не только у меня, здесь все портреты, это жертв ненависті на ґрунті репрессий, они шовінізму, преследуются по религиозным, национальным, всяким придуманным властями де жодна нація не действиям. И мы считаем, что ні на землі, ні на життя в Крыму націй. и вообще где бы то ни было преследования эти недопустимы, потому что Віримо. люди, если имеют какую-то идею, веру, они не должны быть преследованы. Все, что сейчас происходит, и на этом митинге как раз таки этот день, 73 года назад, именно говорит о том, что 73 года назад наш народ незаконно тоже был депортирован. И эта депортация, она тоже носила этнический принцип, то есть без никаких доказательств, без ничего, просто так был уничтожался наш народ. И сегодня это продолжается, потому что многие люди оказались вот за стенками. Сейчас, к слову, пригласили Мустафу Джемилева, лидера крымско-татарского народа. Чтобы выразить свою солидарность с крымско-татарским народом, который сейчас отчаянно продолжает свою борьбу, теперь уже против оккупации. Сегодня уже 73-я годовщина той страшной даты. Мы от этой даты сегодня отдалились всего уже еще на 1 год. И вроде бы казалось бы, что так много времени прошло, и боль утрат, трагизм должен вроде бы был бы остывать. Ведь в самом деле даже те люди, которых, десятки тысяч людей, которые были умерщвлены в дни и после депортации, в том числе малолетние дети, многие из них вряд ли бы дожили бы до наших дней, даже если бы их не убивали. Они бы ушли из этой жизни естественной смертью. Мне, например, я ровесник этой депортации. В дни депортации мне было всего лишь несколько месяцев. Я чудом выжил. И даже те, которые мои ровесники, многие из тех, кто выжил чудом, их уже нет в живых. Они ушли на тот свет. Но проблема здесь не в том, что убивали невинных людей, их было много, а в том, что было покушение на существование целой нации. Цель заключалась в том, чтобы уничтожить эту нацию во имя расширения русского мира. Потому что там в те дни в газетах открыто говорилось, есть решение партии и правительства сделать Крым чисто русским регионом. И вот ради этого этнической чистки, ради этого геноцид. Мы более полвека оставшиеся в живых крымские татары боролись за возвращение на свою историческую родину и восстановление своих элементарных прав с одними из самых жестоких и сильных по тому времени стран с советским режимом. И каждый год 18 мая был для нас не только днем траура, днем молитвы по тем, кто был невинно убиен советским режимом. Но в то же время был днем солидарности, днем консолидации всего крымско-татарского народа во имя борьбы за свои законные права. И мы вернулись. Вернулись, я это с гордостью говорю, не пролив ничьей крови. Мы боролись мирными демократическими путями. Погибли много наших людей, прошли сотни людей через тюрьмы и лагеря. Многие, кто боролся за возвращение на свою родину,
так и не увидели свою родину, они похоронены на чужбине. Но народ, по большому счету, вернулся. И вот 3 года назад, как вам всем известно, новая катастрофа. Наша земля снова оккупирована. Оккупирована той страной, которая является правопреемником того режима, который депортировал нас в 1944 году, который подверг нас геноциду, который пытался тогда еще уничтожить наш народ. Но нас успокаивает что? Сейчас уже не те времена. С 1944 года до наших дней прошли большие перемены. Мир сейчас иной. Тогда, в те годы, когда советский режим депортировал десятки народов, уничтожал миллионы людей, цивилизованный мир оставался безгласным, был занят своими проблемами послевоенными. Но сейчас уже по-другому. Сейчас вместе с крымским татарским народом держава Украина. Сейчас вместе с нами весь цивилизованный демократический мир. И я абсолютно уверен в том, что оккупант обязательно будет изгнан с нашей территории. Оккупант обязательно ответит за все преступления, совершенные против украинского государства и против крымско-татарского народа. И пусть же души невинно убиенных в 1944 году вдохновлят нас на борьбу за осуществление наших законных прав. Слава Украине! Слава крымскому народу! Саунас Мустафа Ага. Я просто хочу сказать о собственных впечатлениях, когда, находясь на международных встречах, на международных мероприятиях, мне действительно в глаза говорили с таким вот взглядом, что вы счастливый народ, потому что у вас есть свой Нельсон Мандела, свой Махатма Ганди. И поэтому я уверен в том, и я думаю, мы все увидим, и Мустафа Ага нас снова приведет в Крым, и Крым будет свободным. Слава у нас Мустафа Ага. До мікрофону запрошується голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рифат Чубаров. Шановна громада, Сайгула Джемат, українці, є люди, які найтяжчий для нас час протягнули руку допомоги. І отже, те, що ви тут, на цій площі, сьогодні йдуть арешти, там зранку розганяють людей, які виходять на вулиці, на площі. Але тим не менш, в десятках поселеннях відбулися жалобні мітинги. Курмані,
Бійоконларі, Джанкої, Ічки, Сейтлері, Джурчі, Судаху, в Ахмечеті. Ви можете це побачити в багатьох відео, де наші активісти, члени місцевих меджлісів розмістили на різних відеохостингах. Подивіться, як вони там сперечаються з російськими поліцейськими, як вони захищають свої права. В Курмані було так, що зібралися люди, і коли вони проводили молебені, виступи, тут тишком-нишком підійшла місцева влада. Ну, нібито теж там ми поруч, ми теж таке, знаєте, співчуваємо. Люди повернулись до них і сказали: геть, ви тут не потрібні, бо ви тут такі, що чужі. От такі там наші люди в Криму. Ми сьогодні по всій Україні зорганізувалися, і по всій Україні поруч з невеликою кількістю кримських татар, бо ми розсіяні зараз тут, зібралися тисячі українців і у Львові, і у Одесі, і в Миколаєві, і в Запоріжжі, в Мелітополі, в Херсоні, в Житомирі, в Вінниці, в Чернігові. Люди зібралися і проводять такі заходи, і вони показують, що Україна єдина по всьому розумінні, і в тому числі єдина як політична нація. Вчора в Херсоні відбувся величезне таке зібрання реквієм на чолі з губернатором, і десь декілька сот людей, які за своєю волею зібралися і проявили свою пошану до жертв геноциду кримсько-татарського народу. Я хочу всім подякувати за те, що ми разом, і за те, що ми показуємо таку підтримку Криму. Дорогі мої, я би міг багато говорити, але було дуже сказано того, що ви очікували. І наш лідер Мустафа Ага виступив, і не тільки що ми повернулися з реквієму, де виступав і президент України Петро Порошенко, і Мустафа виступав там. І подивилися ми той фільм, який був зроблений Сейтаблаєвим. Хочу сказати, що
оккупации и вместе совершали молитву, вместе вспоминали жертв депортации. Сегодня мы видели задержания, сегодня мы видели многочисленные попытки, и вот маленькими группками еще людям, крымским татарам, удавалось вместе, да, встретиться как-то туда. Массового, конечно, нет. Почему, по вашему мнению, после оккупации 2014 года в Крыму не разрешают, не позволяют собираться 18 мая, казалось бы, это не политический, это историческая дата, да? Почему не позволяют собираться крымско-татарскому народу? Потому что в Российской Федерации нет ничего вне политики и нет никакой политики вне Владимира Путина. И 18 мая – это ведь не только про память жертв крымско-татарского народа, хотя и там, конечно, прослеживаются параллели между депортацией крымских татар, претензиями и ответственностью за это Сталина и, будем называть вещи своими именами, неосталинистской реабилитации в современной России. Мы должны прекрасно понимать, что памятники Сталину в России, и в том числе и в Крыму, которые поставила российская власть, несовместимы с памятью о жертвах крымско-татарского геноцида. Но даже если бы этого всего не было, даже если бы мы говорили только о какой-то такой абстрактной власти, которая не связана с той предыдущей кровавой и ответственной, получается, что 18 мая – это ведь еще и день борьбы за права крымских татар, которые были нарушены вместе с депортацией, но так до сих пор и не были восстановлены. Никто не сомневается в том, что крымско-татарская автономия, которая существовала с 21 по 45 год на территории Крымского полуострова и была ликвидирована после депортации крымских татар, пусть не в такой степени, как, скажем, независимое государство, но все же имела возможности для обеспечения прав крымско-татарского народа, в частности, или там, в целом, на обучение на родном языке. В Крыму в последние 25 лет, и уж тем более после российской оккупации, ни о каком равноправии крымско-татарского языка с русским не может быть и речи. Не может быть никакой речи о, скажем там, реализации права крымских татар на создание своих собственных национальных органов. Меджлис крымско-татарского народа признан оккупационными властями экстремистской организацией. Каждый раз, когда крымские татары собирались бы, так как при Украине, 18 мая, несколькими десятками тысяч, они бы ставили вопросы о том, каково их статус, о том, каково их положение, о том, каково их будущее. Российская власть ничего не может ответить крымским татарам. Российская власть пришла сюда под лозунгами восстановления прав русскоязычных, которых якобы угнетал Киев, расширение русского мира, превентивной обороны перед расширением НАТО на восток. Крымским татарам в этом российском мифе о Крыме не было места. И поэтому, чтобы не отвечать на неудобные вопросы, они лишили крымских татар права их задавать. Спасибо большое. С нами был Сергей Громенко. Мы все еще на митинге. Сейчас звучит гимн Украины.
Спасибі. Çok sağ olunuz. Слава Україні! Слава кримськотатарському народу! Официальная часть митинга, полагаю, закончена. Я хочу сказать, об этом говорили сегодня со сцены. Возможно, мы в это время общались с людьми. Сегодня Петр Порошенко присвоил Ришату Аметову, человеку, который 3 марта первым вышел на одиночный пикет, которого, судя по всему, самообороновцы схватили и пытали, и почти через 2 недели тело Ришата Аметова нашли, собственно, то есть его убили. И сегодня Петр Порошенко присвоил Ришату Аметову звание Героя Украины. Об этом президент заявил в Национальной опере Украины на траурном вечере реквиеме. Также крымско-татарские активисты обратились к России с требованием прекратить репрессии. Активисты обратились с требованием прекратить репрессии. Об этом сегодня был опубликован документ. Активист Нариман Джилялов опубликовал документ в Фейсбуке. Там отмечается, что после начала аннексии Крыма на полуострове были убиты, похищены, подвергнуты пыткам, обыскам, задержаниям и арестам множество представителей крымско-татарского народа. Далее цитата. В сложившейся ситуации мы, активисты крымско-татарского национального движения, обращаемся к официальным властям России с требованием прекратить политические преследования по национальным и религиозным признакам в Крыму и освободить политических заключенных. Об этом говорится в документе. Люди после митинга не спешат расходиться. Более того, многие подходят сейчас к импровизированной сцене, чтобы пообщаться, сделать фото с лидером Меджлиса, с лидером, крымско-татарского народа Мустафой Джемилевым. Тоже не в эфире. Давай. Сейчас. Як інтернет. До перемоги. Окупантам геть! Окупантів геть з Криму. Бизнес-форум с украинской диаспорой проводится. На следующей неделе у нас будет, кстати, нужно будет уехать что-то отлаживать, нужно будет Добрейшие были москали и не раз. Мустафа Ага, у нас сейчас прямой эфир, и крымчане в том числе могут смотреть этот прямой эфир «Радио Свобода Крымреалии». Что бы вы сейчас сказали крымчанам, которые пытались, именно крымским татарам, которые пытались сегодня выходить, у кого-то получалось, кого-то разгоняли, кого-то задерживали? Вот ваше обращение к крымско-татарскому народу, к тем, кто сегодня в Крыму. Крымско-татарский народ имеет очень богатую и драматичную историю. В нашей истории было много сложных моментов, депортация, гибель многих людей, но мы выстояли. Мы выстояли более тяжелые времена, чем сейчас. И я хочу их всех заверить.
Крым обязательно будет освобожден. Только вопрос времени. Я желаю всем своим согражданам, всех национальностей, жителям Крыма терпения и достоинства, чтобы они не теряли свои достоинства перед этими оккупантами, держались. Мы обязательно вернем Крым. Спасибо большое. Это был Мустафа Джемилев. Мустафа. Это было обращение в прямом эфире к крымчанам, крымским татарам, которые сегодня находятся в Крыму, которым приходится непросто, но Мустафа Джемилев говорит, что крымско-татарский народ переживал более сложные времена, и, судя с его выступления сегодня, у него есть большая надежда на то, что преследования прекратятся, и крымско-татарский народ сможет жить без проблем на своей земле. Давайте пообщаемся еще с людьми, которые сегодня пришли на митинг. На самом деле здесь есть представители, понятно, что разных организаций и национальностей. Конечно, крымские татары сегодня здесь есть, но также и украинцы. Со сцены звучали выступления и народных депутатов Украины, и бывших народных депутатов. А давайте, наверное, придем к молодежи. Добрый вечер. А вы сегодня пришли на митинг, да? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, вот заявления, которые сегодня звучали, да, и в том числе вот со сцены на митинге, и большие надежды, которые высказывал Мустафа Джемилев о том, что ситуация изменится, потому что сегодняшний мир, по его словам, совершенно другой. Вот что вас вдохновило сегодня, или, может быть, наоборот, не вдохновило, да? Какие-то такие высказывания, слова, или количество людей, или что? Нет, на самом деле я очень рада, что мы сегодня здесь собрались, хотя причина, повод, да, собраться, он не особо радостный. Мы сегодня собрались здесь, чтобы почтить память погибших, жертв депортации крымско-татарского народа. Ну, в принципе, я согласна полностью со всем тем, что было сегодня сказано. Единственное, для нас интересует вопрос, когда это будет, то есть какие сроки. Сегодня говорили о многих законопроектах, принятых, и тех, которые в перспективе, да, что они там должны быть до сентября приняты, но будет ли это? Своя крымско-татарская автономия. Да, и, конечно же, деоккупация Крыма. Когда она будет и какие уже действия совершаются для этого, то есть действительно нужно переходить к действиям каким-то. Вот. Спасибо большое. Сейчас я вижу Назара Холодницького. Добрий день, пане Назаре. Це пряма трансляція Радіо Свобода і Крим Реалії. І знаю, що Крим нас дивиться. І ви певний час працювали в прокуратурі Автономної Республіки Крим. І сьогодні ми бачили багато людей з портретами і пропавших безвісти. І, власне, і тих, хто загибли, і тих, хто є сьогодні політичними в'язнями Російської Федерації. І люди кажуть, що хочуть там, наприклад, знати якісь, ті, хто тут на мітингі, якісь часи, коли там щось зміниться. От, на вашу думку, чи може українська влада сьогодні якимось чином боротися за тих же політичних в'язнів дипломатичним шляхом чи будь-яким іншим? Щось сьогодні відбувається в Україні? Звичайно, що може. Я знаю, що є способи, де українська влада намагається це робити. Це і відтворення органів державної влади, хоча поки що в екзилі, як і прокуратура Автономної Республіки Крим, яку я мав честь очолювати в той період, коли ніхто не розумів, що там робити. Да? І ті провадження, які почали ми, які зараз продовжують наші наступники, вони роблять все для того, щоб повернути Крим в лоно України, який він повинен бути. І ми бачимо, що в ці дні, трагічні дні, ми згадуємо і тих, хто пропав, і тих, хто загинув тоді в 44-му році.
Тому що це наша пам'ять. Якщо ми забудемо, тоді, напевно, і не буде країни. А то, що Крим повернеться, я впевнений, бо Крим – це Україна, це цей лозунг, який не просто слова. І безвізовий режим, який ми недовзі отримаємо, це ще один приклад того, що ми, власне, європейська країна. І Крим, як частина України, також увійде в Європу. Подобається це нашим східним ворогам чи не подобається. А відтворення органів влади, дипломатичні канали, блокування агресора на міжнародній сфері, на міжнародній арені – це те, що ми зараз робимо, принаймні починаємо робити. Я думаю, з кожним роком це буде все збільшуватись. Я бачу по роботі, зокрема, прокуратури Автономної Республіки Крим, ті провадження. Да, вони, може, на перший погляд можуть здаватися віртуальними, але шкоду агресору вони наносять реальну. Просто ми про неї, може, інколи мало говоримо. Тому я впевнений, що все буде добре, навіть в дні таких трагічних подій, які ми зараз відзначаємо. Ви зараз, звісно, на більш такій високій посаді в українській державі, але тим не менш ви, я так розумію, цікавитесь тим, як прокуратура Автономної Республіки Крим працює, в тому числі і сьогодні прийшли також на цей мітинг. Якщо ви не знаєте, в мене в родині, от я завжди кажу, чому я тут в ці дні. На кримських татарах сталінський комуністичний режим вперше випробував тактику переселень. Потім був 46-47 рік операція «Вісла», де вже моя родина постраждала, де мого 7-річного батька з моєю бабцею таким самим способом, в такі самі товарняки закидали і вивозили з наших корінних українських земель. Тому для мене це трагедія не лише якась десь в когось. Це я сприймаю як частину своєї сімейної трагедії, тому, як я от сказав тільки що Мустафі Ага, для мене цей день я завжди приходив і буду приходити, щоб вшанувати пам'ять тих загиблих, які загинули в періоди цієї депортації. Бо це трагедія не тільки кримсько-татарського народу. От написано кримсько-татарського народу. Я вважаю, що це трагедія українського народу, бо кримські татари – це частина українського великого народу. І так воно є, і так воно буде. Тому ми повинні про це пам'ятати, про ці дні ми повинні їх не забувати і шанувати. Дякую вам. Сейчас люди и участники митинга фотографируются с Мустафой Джемилевым, не упускают такой возможности. Можна вас? Так, ми зараз в ефірі. Вже в ефірі? Да, ви хочете в ефір щось сказати? Я хочу, щоб ви взяли інтерв'ю у хлопців кримських татар, які якраз воюють. Я тому льоти кажу. Добровольчо український корпус Знайомте нас. які мають якраз батальйон зробили з бійців. Момент после официальных мероприятий, после митинга, также в том, что на самом деле, если кто-то закрывает лицо от камеры и не хочет попадать в кадр, а есть люди, которые, наоборот, хотят поделиться своим мнением, своими мыслями. Добрий Кримсько-татарське телебачення, так? Радіо Свобода, Крим Реалії, сайт Крим Реалії, сайт на 3 язиках: український, кримсько-татарський і русський язик. Я належу до колишніх депортованих з України у 47-му році. І коли ми вже прибули до місця депортації, це Західний Сибір, місто Омськ, і в бараках, там, де ми були, були десь 900% українців із Галичини, з західних областей, і також були прибалти, і було кілька навіть кримських татар. І цікаво, що комендантом у нас був татарин. І йому, А скажіть, будь ласка, я швиденько, бо в нас вже часу просто ефірного мало. Ви прийшли сьогодні на мітинг, так? Так, я прийшов на мітинг для того, щоб підтримати, так мовити, ту дату, таку жахливу, страшну,
і висловити солідарність з кримськими татарами, тому що кримські татари є наші побратими, вони, бачите, відстоюють наші інтереси України і так далі, і свої. І я до них, я так думаю, що і багато людей в Україні, більшість патріотів України солідарні із кримськими татарами, і вважають їх побратимами по спільній боротьбі з московським окупантом. Дякую вам. Вот таким сегодня был митинг, который посвящен 73-й годовщине с дня депортации крымских татар из Крыма. Депортация 1944 года. Я думаю, что эта дата в Украине знакома каждому. И более того, не только в Украине, но и за ее пределами. С вами были Крым Реалии, Радио Свобода. И встретимся снова с новыми стримами. Читайте Крым Реалии. Я в начале стрима говорила, что очень много информации. Отдельный микросайт у нас есть на сайте, который, собственно, посвящен теме депортации 1944 года. Факты, хронология событий, что случилось тогда. Если вам интересно, заходите. На сегодня прощаемся с вами, но сайт Крым Реалии доступен всегда.